Ассаламу алейкум. В эфире информационная программа «Неделя». В студии Ислам Ершов. Сегодня в выпуске. Развитие горных районов и поддержка малого и среднего бизнеса. Вот главные темы расширенного совещания с главой региона. На границе с Дагестаном открылся мост после капитального ремонта. В церемонии открытия принял участие Рамзан Хаджи Кадыров. В Курчалоевском исламском институте имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялось торжественное вручение диплома выпускникам. В этом году обучение завершили 19 студентов. Вы избрали один из самых благородных путей – путь приобретения и распространения знаний. В Чеченской Республике подвели промежуточные итоги работы по развитию горных территорий и поддержке малого и среднего бизнеса. Эти направления в регионе определены в числе приоритетных на текущий год. Ход реализации намеченных планов обсудили на расширенном совещании под руководством главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Халимат Шахидова расскажет подробно. С начала года в горных районах Чеченской Республики реализуется сразу несколько направлений развития, от инфраструктурных проектов до поддержки предпринимателей. Промежуточные итоги работы и дальнейшие задачи обсуждают на расширенном совещании под руководством Рамзана Хаджи Кадырова. Сегодня у нас на повестке обсуждения плана мероприятий, посвященных горных районов, развитию малого и среднего предпринимательства. Мы закончили первое полугодие, и я уверен, что до конца года мы увеличим темпы и обороты в этом направлении. Предлагаю заслушать доклад председателя правительства Чеченской Республики Даудова Магомеда Ходжахмедовича. С докладом выступил председатель правительства региона Магомед Даудов. По его словам, комплексный план по развитию горных территорий и поддержке малого и среднего предпринимательства включает 349 мероприятий. В рамках государственных программ осуществляется строительство и ремонт 44 объектов в сфере образования, социального развития, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной отрасли общей стоимостью 7 миллиардов 100 миллионов рублей. В том числе строительство и капитальный ремонт 7 школ, 3 детских садов и 3 объектов культуры, 13 автомобильных дорог и мостов, 5 объектов коммунальной инфраструктуры. Ведется благоустройство общественных территорий, строительство и создание спортивных объектов. По итогам 7 месяцев 2026 года завершено строительство 16 объектов на общую сумму 920 миллионов рублей. Сроки завершения работ по основным объектам в соответствии с графиками конец 2026 года. Отдельное направление инвестиции. Сегодня в горных районах реализуется 79 проектов общей стоимостью почти 22 миллиарда рублей. Только за 7 месяцев в них вложено почти 4 миллиарда. Еще один инструмент поддержки жителей – социальные контракты. С населением горных территорий Министерством труда, занятости и социального развития Чеченской Республики заключено 968 таких соглашений на общую сумму 166 миллионов рублей. На эти средства более 900 семей могут реализовать проекты в сфере торговли и сельского хозяйства, получить необходимое лечение, повысить качество жизни и обрести финансовую самостоятельность. В рамках популяризации горных районов также проведены масштабные культурно-массовые мероприятия, в которых приняло участие более 10 тысяч человек, включая представителей официальных делегаций и гостей из субъектов Российской Федерации. Обсудили также работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, с которой горные районы столкнулись этой весной. Как отметил Магомед Даудов, при поддержке главы республики последствия стихии удалось устранить в короткие сроки. Именно в этих обстоятельствах мы особенно ощутили значимость вашего решения объявить этот год годом горных районов. Ваше поручение о строительстве 145 новых домов для пострадавших жителей – это дополнительный весомый вклад в непростых условиях ликвидации последствий стихии. Наиболее пострадавшие жители горных районов в рекордно короткие сроки получили новое комфортное жилье. На ликвидацию последствий стихии из федерального бюджета уже выделено 5 миллиардов рублей. Все пострадавшие объекты социальной сферы, благоустройства и инженерной инфраструктуры, а также поврежденное жилье будут восстановлены.
Работа по доведению средств на эти цели из федерального бюджета продолжается. В центре внимания остается и развитие предпринимательства. Для поддержки малого и среднего бизнеса комплексный план предусматривает 121 мероприятие. На территории Чеченской Республики субъектами предпринимательства запланирована реализация 108 инвестиционных проектов на общую сумму 24 миллиарда 570 миллионов рублей. Из них 78 проектов с объемом инвестиций 20 миллиардов 206 миллионов рублей будут завершены уже в текущем году. Еще до конца года планируется начало реализации 30 проектов на сумму 4 миллиарда 364 миллиона рублей. На сегодняшний день из указанного числа реализованного 25 проектов на сумму 733 миллиона рублей. За 7 месяцев 2026 года на меры поддержки предпринимательства, субсидии, гранты, льготные кредиты и займы направлено 646 миллионов рублей. Всего в текущем году на эти цели предусмотрено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Уважаемый Рамзан Ахматович, реализация плана осуществляется в установленном порядке и в соответствии с обозначенными сроками. Исполнение мероприятий и ход работы находится на постоянном контроле. Глава республики работу правительства оценил положительно. По его словам, намеченные мероприятия реализуются в соответствии с графиком. При этом особое внимание Рамзан Хаджикадыров уделил взаимодействию с предпринимателями. Бизнесу, подчеркнул он, необходимо не создавать препятствия, а оказывать необходимую поддержку. Сообщить о возникающих проблемах можно на горячую линию, номер которой глава региона озвучил в ходе совещания. وين بدور بس وجود ندولو شينا وين درو داس على ما دو شيء يعني وسبيشال وبيترس بيزنس عن سبيشال غالي شيرين يعني نمر تليفون 8967 225 95 هو ده باب ناخر وشيء وقت سدوتشين شيء نقولوا يعني هي نقولوا يشمل على هو ده باب ناخر ويد Еще одна тема совещания – подготовка к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. К юбилейной дате в регионе запланировано более 750 мероприятий. Почти 300 из них уже состоялись. На 23 августа у нас запланировано 96 мероприятий. Также органами исполнительной власти и местного самоуправления, так ущашна граждан шкивой представительств, хукуки дополнительные еш мероприятия, так угодкветных суалу штекудара, а решение принятия с 22 по 24 августа в городе Грозном у нас запланировано проведение международной конференции, посвященной столетию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Королевством Саудовской Аравии и приуроченной к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Далгазу Тхобалдвальцан. Работа по развитию горных территорий продолжается. До конца года здесь предстоит реализовать еще ряд инфраструктурных и инвестиционных проектов. Глава республики поручил сохранить заданные темпы и обеспечить выполнение всех намеченных мероприятий в установленные сроки. Халимат Шахидова, Ломали Мусаев, Ибрагим Батаев. Неделя. После капитального ремонта открылся мост на 26-м километре автодороги Бачиюрт-Ялхой-Мохк на Жаюрт, граница Дагестана. В торжественной церемонии принял участие глава региона вместе с соратниками. Мероприятие приурочено к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Как отметил лидер субъекта, развитие дорожной инфраструктуры является одним из ключевых направлений социально-экономического развития. Уважаемый Рамзан Ахматович, просим вас принять участие в церемонии открытия и дать старт новому движению по обновленному мосту. правительство совещание резервной линии и уже هقصيها يا شيخ الله فندو 5 كيلومتر أي ساس نجوا شغل حال نقبل نير إتو فندو 1 كيلومتر جرج سلسكي فصلين الشقع بولنيق ده كي خو يرتر إيمن شكول يج توكي فصلان سيروقع بولنص إي ابنويتي
أقطع شكول ريمونت تيجا بيتالني إشت مصهم هيورتنا ريقنا أعدي أشتو دالدي كنز بيقم بويل أغرزي تجون ريقنا وهو حاج دا إنوستير وتيلا كن مثلا جو هر يشتر دا قزيرتي ووشن ووشن وقيوش كديع بوشن مثلا يشتر دالدي كنز بيقم بويل دا ساق دويل عام دا أحمد عجين سين قاچو مصهم تي أعتقد من لاشتي دا ساق دويل. Длина пролетного строения составляет 128 метров, ширина проезжей части 13 метров. Объект обеспечивает надежное транспортное сообщение между населенными пунктами Ножа-Юртовского района. Важное значение имеет и его расположение на направлении к административной границе с Республикой Дагестан. ويتان حال موس تعديل لربحنا ودحل باشدال غاز وتقبل دولسون أحمد حجي خوز خيط شقوت شسون ليدين صوتن تعديلين دو أحمد حجي الحمد لله دون داس نوخشي первую очередь до них и дахар дикритер садиги адма ни садгар дар ап ту болшит эйсти ни цидез до админ дахар цундел чо Ахмад Хашини дабул чинахни ни дахар дикрдиз ал дабулина бар изнит يعني ويباتش رمزا أحمد الجدال دقوا именно дорожная инфраструктура более внимание also мещу акцент also мещу. В Чеченской Республике отметили День физкультурника. Мероприятие посетил глава региона Рамзан Хаджикадыров. В ходе торжественного собрания состоялась церемония награждения отличившихся представителей спортивной отрасли. Хава Ахмадова расскажет детали. Отметить День физкультурника во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева собрались тренеры, руководители спортивных федераций и школ, молодые и уже прославленные спортсмены. Главный гость праздника – глава республики Рамзан Хаджикадыров. Мероприятие началось с документального ролика о развитии спорта в регионе. Каждую вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Этот праздник учрежден 16 июня 1939 года Советом народных комиссаров СССР и посвящен всем, кто занимается физической культурой – спортсменам, тренерам, преподавателям физкультуры и приверженцам здорового образа жизни. После долгих лет хаоса и разрухи развитие физической культуры и спорта в Чеченской Республике, как и в других отраслях жизнедеятельности, обрело стремительные темпы. Начало этому процессу заложил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджикадыров, Далгазут Обулдуцу. Спортивная отрасль в республике продолжает развиваться. Растет число спортивных объектов и направлений. Все больше жителей регулярно занимаются физической культурой. Заместитель председателя правительства, министр по физической культуре и спорту Ахмад Кадыров отметил, что День физкультурника – это еще один повод выразить признательность тем, кто вносит вклад в развитие спорта. Все собравшиеся в этом зале объединяет любовь к физической культуре и здоровому образу жизни, а также причастность к развитию спортивной отрасли Чеченской Республики. День физкультурника – это еще один повод сказать всем им: мы уважаем и ценим труд каждого тренера, спортсмена и спортивного деятеля, а также их вклад в развитие спорта. Благодаря постоянному вниманию к вопросам развития физической культуры и спорта, личной поддержки спортсменов и тренеров, которые оказывает глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, создаются необходимые условия для спортсменов для достижения новых высот. С профессиональным праздником собравшихся поздравил Рамзан Хаджикадыров. Он подчеркнул важность развития физической культуры и достижения высоких спортивных результатов. Глава республики также напомнил слова Ахмата Хаджикадырова о большом потенциале чеченской молодежи. Поздравляю вас с Днем физкультурника. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджикадыров говорил, что нам нужно развивать физическую культуру и показать себя на спортивных аренах. Он знал, что чеченская молодежь имеет большой потенциал и был уверен, что она громко заявит себя на мировых турнирах. Сегодня 60% нашего населения систематически занимается физической культурой. В ходе мероприятия прошла церемония награждения. Высшего звания Героя Чеченской Республики Нохчи Пачхалхан Онах удостоен Ахмад Кадыров. Орденом Кадырова награжден первый заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, руководитель секретариата заместителя председателя правительства Чеченской Республики Умар Даудов. Ряду специалистов отрасли присвоены почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики». Также вручены почетные знаки за достижения в спорте. Указом главы Чеченской Республики присваивается звание Нохчи Пачхалхан Онах Кадырову Ахмату Рамзановичу, заместителю председателя правительства Чеченской Республики, министру Чеченской Республики по физической культуре и спорту.
С 2024 года чеченские спортсмены завоевали 989 призовых мест на чемпионатах и турнирах. 220 атлетов получили звание мастера спорта России. Еще 1148 стали кандидатами в мастера спорта. За этими цифрами ежедневная работа спортсменов, тренеров и специалистов. Их результаты подтверждают развитие спортивной отрасли и укрепление позиции республики на всероссийском уровне. Хава Ахмадова, Турпал Алханов. Неделя. Рамзан Хаджикадыров вместе с заместителем председателя правительства Чеченской Республики, министром по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым проинспектировал ход строительства ледовой арены «Ахмат» в Грозном. Новый спортивный комплекс станет первой в республике современной ледовой ареной, рассчитанной на проведение соревнований различного уровня. Сюжет Седы Хасиевой. Более 500 зрителей смогут наблюдать за соревнованиями на трибунах ледовой арены «Ахмат». Ход строительства объекта проинспектировал глава Чеченской Республики Рамзан Хаджикадыров вместе с заместителем председателя правительства региона, министром по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым. Вице-премьер отметил, что открытие комплекса станет важным этапом в развитии спортивной инфраструктуры региона. 23 августа для соревнований, для тренировок, отдельно разделить В составе комплекса предусмотрены 2 ледовые площадки – основная и тренировочная. Площадь самого здания составит более 19 тысяч квадратных метров. Для спортсменов и посетителей здесь предусмотрено все необходимое. 12 раздевалок, тренировочные помещения, залы общей физической подготовки и универсальный игровой зал. Арена позволит проводить хоккейные турниры в соответствии с требованиями молодежной и всероссийской хоккейной лиги. Открытие ледовой арены «Ахмат» запланировано на 23 августа. В этот же день начнется новый этап в развитии хоккея в регионе. Свой путь на новой площадке начнет команда «Ахмат Гранит». Проект направлен на развитие хоккея и подготовку спортивного резерва среди молодежи Чеченской Республики. К сожалению, в этот сезон мы уже не попадаем. В этом сезоне будет молодежная команда «Ахмат Гранит». И будет у нас целый год, чтобы подготовиться к новому сезону, где у нас уже будет представлена в том числе студенческая команда. Напоминаю, что арена будет передана университету от фонда, регионального общественного фонда имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С 23 по 26 августа на новой арене пройдет товарищеский хоккейный турнир, посвященный 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Седа Хасиева, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. На ипподроме города Нальчик прошли скачки на большой всероссийский приз «Дерби». Соревнования посетил Рамзан Хаджикадыров. Достойные результаты показали представители конноспортивного клуба «Ахмат». В 3-м заезде на приз Ассоциации коневодов Кубани «Скаковое сообщество» одержал победу Люхаев, показав уверенную борьбу и первым пересек финишную черту. Но главным событием дня стал 5-й заезд – большой всероссийский приз «Дерби» первой группы. На дистанции 2400 метров скакун Бейкер-стрит уверенно пришел первым и завоевал главный приз престижных соревнований. Для конно-спортивного клуба «Ахмат» подобные результаты уже стали доброй традицией. За каждой победой серьезная подготовка, профессиональная работа команды и стремление постоянно повышать планку. И сегодняшний день вновь это подтвердил. Хочу поздравить жокеев, тренеров, специалистов и весь коллектив конно-спортивного клуба «Ахмат» с заслуженными успехами. Отдельные слова благодарности всем, кто каждый день занимается подготовкой наших скакунов и вкладывает в эту работу свои знания, силы и опыт.
Курчалоевском исламском институте имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам. В этом году обучение завершили 19 студентов, 4 из них получили дипломы с отличием. В церемонии приняли участие советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев, помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, представители духовенства, авторитетные религиозные деятели и другие почетные гости. Мухаммад Джумаллейла продолжит. В Курчалоевском исламском институте имени Ахмата Хаджи Кадырова сегодня праздник – торжественный выпуск студентов. Радость этого дня с ними разделяют почетные гости – советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев, помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров, заместитель председателя правительства региона, министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов, а также другие известные религиозные и политические деятели. Мероприятие началось с чтением священного Корана. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Торжественный выпуск в этом году посвящен к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выступая перед собравшимися, ректор Курчалоевского исламского института Хожа Ахмед Ибрагимов отметил, что учебное заведение имеет историческое значение. Именно этот институт начал свою деятельность под чутким руководством Ахмата Хаджи Кадырова, на тот момент уже ученого-богослова, получившего религиозное образование за пределами родины. سيركرة ديشرنا هي خشتعلوشة بركتية مجلس يوهر دار بركة قيساد وغلوي دير ريزو المجلس خليلها أعمل حج دار تنغازوة أبو دول دار تنديكن سبيقا بويل بخراح تشكن تاح ديشنا وعتوي انجو تاها وسمست وسمر بوديح دحر صوحي لنا هيت خينا عدونا طغان لجدين يقاتشالسا شيئت وانبوش خيناها يقرأ تدورشا علم دحيا متكدا يوهر وسنس وسمر قرأت وحجر حيا دي دحرة حوري أونو أقوان دعيوش يرشا دحر رزقوة المتكدا يوهر دحر عيد المتكدا يوهر هالمتكدا يوش عندنا دائما بركتي بصوب نقول وشا حقديني حيا بركتي مجلس حرب. С напутственными словами к выпускникам обратился заместитель председателя правительства региона, министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Он пожелал выпускникам удачи в дальнейших начинаниях и отметил ответственность путей, которые выбрали молодые люди, путей приобретения знаний. Вы избрали один из самых благородных путей, путь приобретения и распространения знаний. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто вступил на путь поиска знаний, тому Аллах облегчит путь в рай. Я надеюсь, что полученные знания вы направите на благо религии своей родины и своего народа, что каждый из вас станет достойным примером для подрастающего поколения. Поздравляю вас с успешным окончанием института, выражаю глубокую благодарность ректору, преподавателям и всему коллективу института за благородный вклад в развитие исламского образования и воспитания молодого поколения. В ходе мероприятия отличившихся сотрудников института наградили почетными грамотами главы Чеченской Республики. Почетной грамотой главы Чеченской Республики награждается Ахматов Джамулай Саламуевич, Зачаев Ибрагим Ахмедович, Ибрагимов Резван Абубакарович. В своем выступлении Салах Хаджи Межиев отметил, что изучение основ ислама – одно из самых богоугодных деяний, которое может совершить верующий. Değildin sahigar iza berkat ya doh berkat do amala yok amalu. Dal müteahhiler amala şa eğer yok amalu ilman sen meşgul kılar. Aqta sayolşmet ya mut'il maşna İmam Malik İsmail'lara sünnet amal metten dal davet oluyor şvoğu da ona elçi sayolşmet ya sen yel yok baqo yolşa ostayfana علما بارم بخبو قرآن شعدال هو شيك ساتر واتبو يلشو عليه الصلاة والسلام علم عامدين علم داحيوش كشي علمانس عملوا شو العلم ساقوتون اللون العلم
إزمو ألشي الله تو شوخ أجر لخر والشوني شيني يقع يلباش خلصان نشونال أصطيف أنا دوخ دو علم دوخ دو لخوش شاكوغ إرهتن الوجدين دون سعور خر والله قرآن عامين علما صح يجن أخذ سو علم عامين أحمد حاج دال غزو قبل دايكسن سو علم عامين أول شو الحجر ويبخر دخشي وانجلا إتواح يعني أول شو الخصم بنقول ديل دح دين دح خزان دل أعمدين سجح علم عاموش أصطيفن شيء ديزلق قاستن مخف قاستنا ديل علم عندولش ديل دين عندولش سوقع يجنا إذا ترمير بوق بول ونالشي يكتوش زمن شوها مسيح شرعبا بيشغل بالخ دي شرعباش تان شرعباش شن شرعباش تاقدال شين دوخ ديك دين خلنا ترى إرسيق يتنبل شين خلنا ترى قاح يجنا يوديل استنشو حتى وينا هيت وين حقو شل حجر شا دعوش بولشغل هرديل نيق اجر حالف هو ديل دين دير ديل علم عامدن دير إدا حيخن دير إدا عداجدن دير مدعي مش قيبن دير علمنا قيبن دير بول دع بول بنا سن ديره ديل دين حال ديقتن ديره سن دوخ فير كدل سو ديل دو عدين دول نيتي سو ديل دو حق دول قية سن قاحل دول علمية سن ديل خيرري سن ديل ويزري سن ديل يلشو يزر عليه الصلاة والسلام شيء أستاذ أولى شيزر شيء موخ بيزر شيء قام ديزر غلق سو دعقاي خندول شتولم درجي حال ديحن إزدق Здесь же состоялось вручение званий почетный гражданин Курчалоевского муниципального района Ахмату Кадырову и Адаму Кадырову. Награды вручил глава администрации района Асланбек Ирасханов. Гражданин Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики Кадырову Ахмату Рамзановичу. Присваивается звание почетный гражданин Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович. Торжественная часть собрания – вручение диплома выпускникам. В этом году обучение в институте завершили 19 студентов. 4 из них получили дипломы с отличием. Ислам институт с отличием чекаем диплом Саид Сахоркоя, ученик Гаухари, Абдул-Хаджи Муслим. Прошел Ислам институт с отличием чекаем диплом Саид Сахоркоя, Исаев Ильяс. В ходе мероприятия Хожа Ахмед Ибрагимов вручил гостям ценные подарки. Также от лица института президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне вручили благодарственное письмо и ковер из мечети Масджидуль Харам. أدوق وين سوق والشاح كلها طريقه خلص وصفه دائما غور ديز صندرة وكسمة وشطورة إذا آدم حجم صوت آدم أحمد ششيقة صديقة دوطة بخلاني ويقطع عيد ويقدوق صلى الله عليه وسلم روطع شوزبوق هو كأتاح جمع وقر كيخر بود يشربه مصر بيربو ده وعامل عجينية يحدو بشام تيشمل وطع شوزبو أيمن حاجة وسمعها أو كشة تقشيمينا تغنى هو كأتاح وش بود علمشنا يوم ميك شايري كله وشجع أيمن حاجة ثم بركة الأوشة بركة اللي فيها تشنير أو حرم كأتاح لهتن دقة شرشكها حرم كأتاح لهتنا حرم كذا دقة على مشكلة إشتغل حرم كذا تعكوس صوت تشنير فوجر الصوت تنقعوا فوجر بركة ده سبوع شرقة إن شاء الله ده ملاقين شخصين وشمالو أعمل عجينية بعدوش شو المسا تيشمل وشجع وديت وشجع. Завершилось мероприятие коллективным дуа под руководством Салаха Хаджи Межиева. Мухаммад Жамал, Юсуп Ижиев, Мансур Исмаилов. Неделя.
В Исламском колледже имени Ташухаджи Аль-Индари состоялась торжественная церемония вручения диплома выпускникам. Поздравить студентов и преподавателей с этим важным событием прибыли почетные гости. Мероприятие приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сюжет Ламали Мусаева. В стенах Исламского колледжа имени Ташухаджи Аль-Индари сегодня знаменательный день. Дипломы получают 9 выпускников, успешно завершивших программу среднего профессионального образования по специальности служители и религиозный персонал исламских религиозных организаций. Теперь они смогут применять полученные знания и обучать других. На торжественную церемонию собрались студенты, преподаватели и почетные гости. Помимо 9 выпускников, еще 45 учащихся полностью освоили чтение священного Корана, а 96 студентов завершили базовую программу обучения. Праздничное мероприятие традиционно начинается с чтения священного Корана. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. В своем выступлении заместитель муфтия Чеченской Республики, руководитель Исламского колледжа имени Ташухаджи Аль-Индари Ансар Хатиев отметил, что мероприятие приурочено к 75-летию первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Он подчеркнул особую роль Ахмата Хаджи Кадырова в возрождении духовного образования и сохранении чеченского народа. نخشي قام بوصل الدين بحندولش أو غيلوالين خلوان قحلهتن قام دوي أتستيبنا خلوان جرا بوصل الدين بحندولش دنيا بحندولش حلقة داخ أتستيبن شيسات داغ عدل دعوان والشول أحمد حجد الغزة طوبل دولتن وي دائما دق آخرو دال مؤلح وي النح وي دعاء وي نية آخرو ويسخل والشول دال. С напутственными словами к выпускникам обратился и заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Асват Хариханов. Он отметил, что знания, полученные на пути служения Всевышнему, это благородное дело, которое приносит пользу не только самому человеку, но и всему обществу. Усмех дөх, махках дөх, юртах дөх. Эдет лир штолчан. Дердики вой цагул дина мерш дахана ног дахавай. Халгана мерш дахар рахветтин чулдах угур хала иман юш. Тай иман наждик цахалчи, хужур цахалчи, иман тудал бахниш цахалвайн. Затем состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Для выпускников этот день стал итогом многолетнего обучения и началом нового этапа. Теперь полученные знания предстоит применять на практике и передавать другим. إيش برك تخربوا أتخدوك تشنادو هون إلشة هوك حجرة يقولش توش كيقولوا كورتا أنصار حاجة ورشتنا وستي اسمع الرسول خبرش بولشة أخشوا عن عنل ديشة شو دعونا مسو إيش دول شمال حاجة شو سدلنا صار دول ديش دو حجرنا. Особенно запоминающимся этот день стал для Мехди Кусаева. Он окончил колледж с отличием. Красный диплом, говорит выпускник, результат не только его собственной работы, но и поддержки преподавателей, которые все это время были рядом. وقنيبر إندي تجوا حاجة ترخل حجي عدويش ورصة تغانا قوق حجي الآرخويج بركة يددو تغان تونجو صمون يددو قصيلة رمبين وحباكن حيشنا ديدريس خلال ودويش جولش خان تون علم حيوش أمل حيوش حيغر غوجنا ديدريس خلال ديكنس بيقن بويل. Исламский колледж имени Ташухаджи Аль-Индари функционирует с 2002 года. За это время здесь подготовлено немало выпускников и хафизов. Многие из них сегодня сами преподают и продолжают дело своих наставников. Ламали Мусаев, имам Юсупов, Мансур Исмаилов. Неделя.
В избирательной комиссии Чеченской Республики прошел семинар для региональных СМИ по вопросам освещения выборов. Участникам разъяснили особенности предстоящих избирательных процедур, в том числе правила распределения бесплатного эфирного времени и печатных площадей для агитации. Жеребьевки состоятся в рамках кампании по выборам главы Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы и парламента республики. С основными требованиями законодательства и порядком работы СМИ ознакомил член избиркома Мехди Байсулаев. В рамках мероприятий мы обсудили вопросы предстоящей жеребьевки, рассмотрели нюансы предоставления бесплатного эфирного времени, печатной площади. И по итогам определились датами предстоящих жеребьевок, которые избирательная комиссия утвердит в установленном порядке и доведет информацию о датах и времени предстоящих жеребьевок до участников избирательного процесса. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.